наша главная цель нашего государства – это человек, гражданин, народ, страна. Его свободы, за что все наши поколения прошли эту борьбу. И поэтому мы должны прогнозировать, как общество это воспримет. Я хочу, чтобы мы задали себе вопрос, как это слово прозвучит на абхазском. Иностранный агент. Почему-то здесь вы не говорите, я как член МИДовского совета могу сказать, вот здесь Сергей Миронович, здесь Инал, дорогой, эксперты Министерства юстиции, МИДа, Совета безопасности, вот господин Хварцкий в этой работе участвовал, российской, абхазской сторон, юристы активно последние 1,5 года вели консультации над этим законом. Вы находили формулировки другие, согласовывались с российской стороной, вы нас информировали в МИДовском совете, вместо иностранного агента иностранный партнер, что не Министерство юстиции будет определять статус иностранного агента или нет, а суд будет решать. То есть была большая работа проделана. Почему-то об этом сейчас никто не сказал, несмотря на то, что вам были заданы конкретные вопросы. Почему этот закон был возвращен, потом усилен, к первоначальному варианту пришли, и он отправлен в таком виде в парламент. Почему мы, помните, последние 20 лет мы по частям делили, наше общество делилось по политическим признакам. Сейчас, на мой взгляд, после принятия этого закона, мы еще по одному принципу можем подвергнуть народ очередному вот такому разделу. Акзяхенсты абсуалир паря, а улё варау утула хасинкукун, воротула аптыха сумамкун, уяхакуй трвадым гилакун, аланарцпи, ахунфара птакана угзот хахапку суму кахат зертаза улё, ари акзяхенсты. Сергей Марович, я хочу вам напомнить. Если молодые люди, кому-то это интересно, я могу с большим удовольствием эту историю потом рассказать любой другой аудитории. Как мы, как наша власть, как наша интеллигенция, общество разрешил одну из самых глобальных проблем войны – Комитет национального спасения. Как вы, Сергей Миронович, депутата первого созыва, как вы этот вопрос урегулировали? Я помню, что говорил на этот счет Владислав Григорьевич Ардунба, как не разделить общество по фамильному принципу, как не увести людей от политической повестки дня строительства абхазского государства, как этот ярлык предателей, дезертиров и не распространилось на следующие поколения. То есть, если мы будем думать ответственно, как на наше общество это отреагирует, мне кажется, что мы многие проблемы решим. Вот этот вопрос, который прозвучал, я попросил выступления, если вы мне его лишаете, поэтому я вот идею предлагаю. Вы говорите, что главная сверхзадача – это защита национальных политических интересов страны. Почему мы аккредитуем международные организации у себя в стране, вы, представитель государственной власти, вступаете с ним в контакты, существуют у вас нормативные документы, на основании чего вы их регистрируете, и потом нам, абхазскому обществу, неправительственным организациям, даете возможность с ним сотрудничать. Если вы загодя знаете, что у них в политической повестке дня, что их бюджет формирует иностранное государство, которое враждебно настроено на наши государственные интересы, зачем вы их запускаете? Наши же неправительственные организации грантовые заявки пишут не в зарубежные организации, UNDP, которые аккредитованы. Если UNDP или другие международные организации не совпадают или входят в противоречие с национальными интересами Абхазии, с учетом того, что сейчас говорил президент, есть реальная политическая ситуация у нашего партнера, у нас в мире, тогда временно приостановить деятельность. И, во-первых, в этом проекте закона не расшифровано, какие именно международные организации подпадают под этот статус. Вы говорили, гуманитарные, кто занимается, не попадут, а какие вообще именно расшифровать.
дайте нам побольше информации, чтобы мы при подаче грантовых заявок понимали эти организации. Почему об UNDP заговорили, что там часть его бюджета финансирует сейчас, а не 3, 4, 5, 6, 7, 10 лет тому назад. То есть давайте подумаем, какие еще есть механизмы выполнить эту сверхзадачу защиты национальных интересов Абхазии, но при этом соблюсти гражданское согласие внутри абхазского общества. И последнее мое, я был очень рад услышать предисловие к вашему выступлению. И я ощущаю и понимаю, с какой гордостью вы говорили о своем отце, которого я лично знал. Вместе с ним исключили тогда из партии Юрия Гудисевича Ругун, Алексея Камуговича Агрба, чья внучка, Дженя, я извиняюсь, Алексей Камугович Дженя, чья внучка состоит в этой организации, которую там подозревают. Я не могу разделить, сейчас не хочу при отсутствии президента говорить о том, что существует взаимосвязь движения Харух Пицунда и заявления президента Грузии. На каждое интервью Сергея Шамба Грузия делала заявление, что вы взаимосинхронно действовали, что ли. Ну так нельзя, уважаемые господа. Ну, так нельзя. Это политическая деятельность. И поэтому я, когда услышал и знаю хорошо, и дружу с вашим отцом, я имею в виду Хварцкие, и также Зухма, но и вы думаете о своей чести и достоинстве, мне это очень нравится. Но я хочу обратить ваше внимание, как журналист, как председатель Союза журналистов Абхазии, людей, которых вы упомянули в своем выступлении, они не менее заслуживают, имеют имя, имеют родителей, имеют детей. Арда Иналыпа, Ляна Гварчеля, Астамур Таня. Отец Астамура Тани был нашей коллегой и работал в Гаграх. Из-за абхазских событий он был уволен. Им до сих пор не дали права на ответ. Весомон Алексеевич, не дали права на ответ. Уважаемые